Итак, уважаемые дамы и господа, мы рады вас приветствовать в нашей рубрике «Горите в аду вместе с нами» на улице Баумана, дом 9, кузница чая. Что же забавного есть у нас еще вам таки показать? В данном случае это замечательная скульптура, называется она «Татарский воин». Татарский воин должен быть и был именно таким, как вот он есть. То есть мы обошли все наши музеи, все наши запасники, да, куда доступ очень ограничен. Мы отдали огромное количество взяток, чтобы просто краем глаза посмотреть, как же на самом деле выглядел татарский воин. Да? То есть был ли он двухметровый, был ли это какой-то хоббит маленький с волосатыми ногами, с кривыми ногами и так далее. То есть нам за большие взятки, за литры в огромном количестве цистерны, то есть нас вот в это во все допустили. Мы с моим замечательным коллегой, скульптором Эдуардом, мы ходили, все это смотрели, потратили огромное количество времени. Наверное, что-то около 3 дней. Это, то есть, бесценный вообще опыт был. 3 дня вот это вот блуждание по этим колуарам, ну, в непонятном состоянии. Ладно, это не важно на самом деле. То есть, труд был затрачен колоссальный. И вот так вот на свет появился татарский воин. Да? То есть, вот у него самый оригинальный топор, который, да, у татарских воинов, у булгарских был нож и так далее, доспехи, то есть, расписные арабской вязью. Да? Вот, то есть, мы четко вот это должны были здесь все это видеть, арабскую вязь, там щит, солнышко, тут подвязь, там латунь, бронза, все, да, чешуя. Мы кое-как договорились там за 0,5 кедровки, там нам дали вот такой маленький, вот прям вот такой маленький кусочек, вот такой маленький кусочек кольчуги, да, вот такой вот. Мы его под лупой тщательно рассматривали. И все это мы, вот это здесь, на этом шикарном татарском воине ни хрена не отразили. Ни хрена не отразили. Почему? Потому что был упущен момент. Видимо, вот этот отходняк, когда вот мы ходили там по всем этим кулуарам, пока блуждали, вот это все потом рассеялось. Может быть, мы и не ходили там на самом деле. Но вот получился вот такой шикарный татарский воин. 2-метрового роста. Почему-то физиономия вот на кого-то, по-моему, похожа. Ну, вот так вот, если, да. Вот тоже это получилось, естественно, не специально. Мы имеем очень замечательный топор. Топор дровосека от слова сека. Тоже с закосом, видимо, на полет фантазии художника. Здесь может быть любой топор, любого сека, какие вы хотите. Замечательный нож. Вот он именно такой татарский нож. Был взят за образец. Видимо, нет, не так. Образец татарского ножа был взят на вооружение американских войск, вот это ВМФ. Да, то есть вот это вот Мочилово, да, это вот все от татар. То есть Иван Грозный, короче, у татар отжал вот эту всю тему. Ну, просто наглым образом, да. И те каким-то моментом через запасники, видимо, тоже договорились. Может, у них вискарь был почище. То есть они вот такой нож американский ВМФ, короче, себе взяли. То есть сейчас вот тоже можно на вот нашем татарском воине все это видеть. То есть это образец прям, наверное, 1552 года. Ну, щит, да, вот это вот, можно назвать его щит защитного момента. Тут продавлена грудь, это я даже помню от чего. Как бы все это свежо. Вот, то есть это вот такой щит специальный. Тут арабская вязь, ее не видно. Тут, короче, байкеры плюнули. Вот так вот. И получилось такое пламя. Но, видимо, ветерок был слабенький, поэтому вот такое вот оно скрутилось немножко. Но все равно это татарский воин. То есть это американский друг там где-то когда-то. ВМФ там хозяйственно. Вот все. Кольчуга. Кольчугу очень скрупулезно мы рассматривали через лупу. Вот. Потратили не один глаз и так далее. Короче, выполнен он моментом тычка. То есть берется деревянная палочка, затачивается и моментом тычка вот так затыкивается, короче, вот эта кольчуга. Технологии могу поделиться. Под комментариями обязательно все это можете посмотреть. Дам ссылочку, как это тыкается и так далее. Ну, фейс, да, лицо. Это шикарное лицо, знакомое мне с детства, на самом деле. Получился такой некий портрет. То есть всем узнаваемые, которые горят с нами, они как бы уже привыкли. То есть вот этот носик замечательный, да, вот эта бородка там и так далее. Вот. Шлем. Ерехонка. От слова ересь, да. Четко не видим арабскую вязь. То есть она тут где-то присутствует сбоку. Здесь должен был висеть какой-то беличий, видимо, хвост. Вот его тоже нет, в силу того, что как бы это, ну, не нужен он там. То есть вот в общем и целом получился вот такой замечательный татарский воин, с которого, как обычно, вся страна, весь мир слямзили, кто на что гораст. Дровосеки, секи, топорики, ВМФ американский, да, то есть это вот такой шикарный кортик, это Мочилово, это просто... Мы не можем посмотреть, короче, мы не можем посмотреть, как он выглядит, понимаешь, он просто засох там. А так бы я прям стопудняк доказал бы, что это американский кортик ВМФ США. И все в таком духе, то есть лицо можем поставить любое, можем поставить портретное сходство сделать, то есть добавить оружие, какое вы хотите видеть сами.
включая шашки, камчи, нагайки. Может быть, это будет ваша любимая клюшка и так далее. То есть все это мы можем под вас сделать. Весит это на самом деле не очень много. То есть это сделано из композитного материала. На всю работу, наверное, ушло, включая блуждание колуаров, 3 дня. Ну, наверное, месяца полтора. Если быть точнее, 6 недель. Это с засыханием, с покраской. Покрасить можем в любой цвет. То есть хотите розовый, будет розовый мать. Хотите там синенький, будет синенький. Ну, лучше традиционно, наш любимый. То есть цвет незабудки тоже, как бы, ну, вы знаете, вы в курсе. Вот, это что касается нашего традиционного татарского воина.